Это первые кадры с места трагедии. Суперджет-100 охвачен огнем. Самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, вернулся после взлета вновь в аэропорт через 30 минут, где совершил аварийную посадку. В результате чего из 78 человек, находившихся на борту загоревшегося самолета, по уточненным данным, погибли 41 человек. 37 удалось спастись. В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает Государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Кроме того, в аэропорту развернут Центр психологической помощи родственников пассажиров рейса Су-1492. Спасенных пассажиров рейса доставили в кризисный центр в терминале «Б». С ними в настоящее время работают психологи и следователи. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь. По факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. По словам пилота, после взлета в воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Мурманск, ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь затем удалось частично восстановить. В то же время экипажу помогли диспетчеры, задавшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу. При посадке скорость самолета, как утверждает Евдокимов, была обычной. По словам очевидцев, борт садился уже горящим. Взгляд перевожу, резко вспыхивает пламя и повалил черный дым. Это было закрыто, там стояли самолеты авиакомпании «Аэрофлот». И мне было вообще непонятно, почему их самолеты никто убирает, потому что было ощущение, что это происходит вообще рядом, буквально с этими самолетами, которые в данный момент там происходила посадка пассажиров. Но потом, после того, как загорелись маячки проблесковые, все спецслужбы туда полетели, пожарные приехали примерно минут через полторы-две, начался процесс тушения. Стало понятно, что вроде как никакой паники нет. Он, видимо, подъезжал к терминалу для того, чтобы пассажиров выпустить. Он буквально был метрах, наверное, 300 от терминала, да? И примерно, как мне показалось, даже метрах 50 от ближайшего самолета. Вот это произошло. Потом подогнали его, немножко откатили назад. Это было видно. Как пассажиры выскакивали, этого не было видно, поэтому немножко некоторое время шутили. А потом появилась информация, стало понятно, что там что-то серьезное. Как отмечает министр здравоохранения России Вероника Скворцова, госпитализировано 6 раненых пациентов, 3 из которых находятся в реанимации. Все необходимое медицинское сопровождение проведено в полном объеме, подчеркнула федеральный министр. Кроме того, за помощью обращалось 14 пострадавших. Один из них мальчик 16 лет. Все с реакциями на стресс разнообразными. С семьями проводится работа силами психологов. Работают 30 психологов МЧС и команда психологов-психиатров из Института сербского во главе с директором Института сербского Кикилидзе Журабом Ильичем. В объем всего, что делается, абсолютно адекватный, полный. Руководитель ожогового центра нашего ведущего федерального профессора Алексеев сейчас находится на рабочем месте, со мной на связи. Значит, в полном объеме больные обследованы, лечение проводится. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией в Шереметьево. В своем инстаграм он написал: Вчера в Шереметьево произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 41 человека. Среди них были и дети. От жителей Ингушетии от себя лично выражаю соболезнования в рио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, родным и близким погибших, руководству Аэрофлота. Всем пострадавшим в авиакатастрофе желаю скорейшего выздоровления. Жители Ингушетии также не остались равнодушны к этой авиакатастрофе. Каждый из них воспринимает трагедию как свою собственную. Трагедия в Москве оставила большой след
в сердцах людей. Каждый, кто неравнодушен к этой проблеме, выразил свое соболезнование. Я солидарна вместе с ними. Я выражаю соболезнования, потому что 41 человек по предварительным данным погиб, еще более 10 пострадали. Это, конечно, я думаю, что по всей России объявят траур, хотя бы однодневный, потому что давно не было таких авиакатастроф, и я сам часто летаю. Никто не застрахован. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия, созданная по поручению председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть 2 или более лиц. Светлана Томова, Новости 24.